В эфире новости. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. Дорожники ведут работы по открытию автозимника Катасы-Павловск в Якутии. НВК «Саха» выиграла всероссийский телевизионный конкурс «ТЭФИ Регион». Мирнинские фигуристы и лыжники возвращаются в форму после долгой самоизоляции. Как и где проходят тренировки спортсменов. Аппарат искусственной вентиляции легких доставили в Среднеколымскую центральную районную больницу. Работа учреждения является приоритетной и постоянно находится на контроле Минздрава. В этом месяце по линии министерства прибыл еще один аппарат ИВЛ, до этого их было 3. Сейчас в районе нет тяжелых больных, но нужно быть наготове. Отмечается, что оборудование АВНТ-М является мобильным аппаратом искусственной вентиляции легких высокого класса с сенсорным управлением. Он применяется для искусственной вентиляции легких взрослых и детей. Аппарат разместят в инфекционном отделении для больных COVID-19. Также больница получила 2 кислородных концентратора с мощностью подачи кислорода до 6 литров и автоматический гематологический анализатор с мощностью до 60 общих анализов крови в час. Контролировать уровень сахара в крови стало проще. Якутские эндокринологи начали применять новое автоматизированное устройство для этих целей. О преимуществах наноприбора. Материал Дмитрия Тымырова. Устройство непрерывного мониторирования глюкозы, он примерно состоит из следующих частей. Да? Это сам сенсор, является одноразовым, это вот расходный материал. Он устанавливается на теле, допустим, вот пациента с помощью вот такого устройства. Введение практически безболезненное. Устанавливается сенсор сроком от 1 до 6 суток. Новый аппарат с размером с 5-рублевую монету прикрепляется к пациенту и через Bluetooth передает все данные в мобильное приложение. Что делает это устройство? Она каждые 5 минут измеряет сахар в крови, глюкозу крови, точнее в интерстициальной жидкости, если быть точным, и передает все данные в телефон, мобильный телефон. И, соответственно, все данные автоматически дублируются доктору в компьютер. И доктор уже может как в режиме реального времени наблюдать за ним, так и формировать какие-то отчеты, необходимые ему, и, соответственно, применять эти данные в практике. Наноаппарат не только прост в использовании, но и весьма прочен. И он практически не боится воды, что позволяет людям с сахарным диабетом посещать бассейн, принимать водные процедуры, а также заниматься спортом. Это буквально первые дни, когда мы данный прибор получили. Я считаю, что мы его апробируем в нашем головном учреждении по эндокринологической службе, эндокринологическом диспансере. Затем Министерство здравоохранения будет заботиться о том, чтобы мы внедрили это в поликлинике, в районы и так далее. Как отметили в Министерстве здравоохранения, на сегодня сахарным диабетом на территории Якутии болеют порядка 24 тысяч человек. И применение новых технологий в медицине дает возможность пациентам с этим диагнозом жить полноценной жизнью. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутск. Погорельцам из 16-го квартала Якутска окажут материальную помощь. По информации столичной мэрии, ее получат собственники жилья и заключившие договор социального найма в доме по улице Рыдзинского, где 24 ноября произошел пожар. Тем, кто арендовал квартиру, в зависимости от уровня дохода семьи, будет оказана адресная помощь на приобретение продуктов питания, сезонной одежды, других вещей первой необходимости. Размеры материальной помощи будут зависеть от количества членов семьи и уровня доходов. По информации Департамента жилищных отношений, дом был признан аварийным в 2020 году. Расселение по программе переселения должно осуществиться в 2025. Гражданам предложили маневренный фонд для временного проживания. Якутская епархия направила порядка 2 тонн продуктовой помощи в арктические районы. В этом году их проект «Православная служба помощи милосердия-14» стал победителем фонда президентских грантов. Цель – поддержать семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации, и формировать продуктовую помощь. Партия в почти 2 тонны отправлена в 10 районов. Это продукты первой необходимости – крупы, макароны, тушенка, иные консервы. Все поступит в местные православные приходы и будет роздано нуждающимся. В наши обязанности по проекту входит формирование продуктовой помощи в первую очередь и поддержка семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Сегодня мы отправляем почти 2 тонны
продуктов в наши арктические улусы. Это порядка 10 улусов. И наша помощь придет туда, на наши православные приходы, и будет роздана в стенах церквей, которые там находятся. Дорожники ведут работы по открытию автозимника Хатас и Павловск в Якутии. Об этом сообщили в региональном Минтрансе. Максимальная толщина льда на отдельных участках реки Лены составляет 27 сантиметров. Для открытия автозимника с разрешенной максимальной нагрузкой до 3 тонн толщина льда должна составлять 35 сантиметров, говорится в сообщении. Согласно требованиям, переправы должны быть обустроены 2 полосами движения и 1 резервной. Со стороны Якутска заливают мотопомпой 4-ю полосу движения. На 3-й полосе очищают лед от торосов. Установили камеру фото-видеофиксации и подготовили пункт весового контроля. А в Госдуме предложили отменить штрафстоянку для водителей без документов. Инициаторами выступили депутаты фракции ЛДПР. Поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях и освободить от административной ответственности водителей-собственников, имеющих паспорт транспортного средства или не являющихся собственниками, имеющих документ, подтверждающий право управлять авто. Это позволит защитить автомобилистов, ставших жертвой преступления, либо утерявших свидетельство о регистрации транспортного средства. А также в ряде случаев не применять достаточно обременительную обеспечительную меру в виде принудительной эвакуации авто на штрафную стоянку. Коллектив Чернышевского рыбзавода готовится отметить полувековой юбилей. С момента запуска основной вид деятельности предприятия – это искусственное воспроизводство ценных видов рыб в водоемах Якутии. Об истории предприятия Анна Винокурова. Вилюйская гидроэлектростанция – уникальное сооружение. Ее построили на вечной мерзлоте еще в 60-х. Станция обеспечила электричеством целый район. Но за все нужно платить. Мощное сооружение нанес ущерб экологии Алмазного края. Поэтому буквально сразу в водах ГЭС в районе построили предприятие, которое помогло бы восстановить популяцию рыб. Это Чернышевский рыбзавод, единственный в республике. Сегодня на Чернышевском рыбзаводе занимаются воспроизводством сиговых и осетровых пород рыб. С 2019 года производятся выпуски малька сибирского осетра. В течение 2 лет выпущено более 100 тысяч. Перед заводом стоят задачи по расширению видового состава разводимых видов рыб и расширению географии зарыбления. Но дела на предприятии не всегда шли на славу. В 2015 году завод стал федеральной собственностью и закрылся. Люди потеряли работу. Но через несколько месяцев сотрудников вернули, и завод заработал снова. Сегодня качество продукции завода подтверждают и партнеры. Акционерная компания «Алроса» несколько лет сотрудничает с Чернышевским рыбзаводом. В дальнейшем мы с ними планируем развить данный вид природоохранных мероприятий, ввести такие виды водных биоресурсов, как таймень, муксун, нельма. Это особо ценные породы рыб здесь, в Якутии. Рыбзавод с полувековой историей живет и развивается. Новый стимул ему придала нацеленность республики на экологическое благополучие окружающей среды, в том числе водоемов Якутии. А их у нас немало. Одних рек 500 000, а озер 800 тысяч. Анна Винокурова, телеканал «Алмазный край». Символику спортивных игр народов Якутии разработают в первом квартале 2021 года. Напомним, они пройдут в селе Барагонцы в 2022. Об этом сообщает администрация Усть-Алданского района. Также сообщается, что в течение этого времени будет создан проект сценария торжественного открытия и закрытия мероприятия. Ранее мы сообщали, что в рамках подготовки появится спортивный зал с манежем на 200 метров, стадион, вмещающий 3000 человек, и зал единоборств с интернатом. НВК «Саха» выиграла всероссийский телевизионный конкурс «ТЭФИ Регион». Награда взята в номинации «Телевидение и жизнь». Проект «ТЭФИ Регион» – это поощрение наиболее значимых работ и профессионалов регионального телевидения России. В этом году на конкурс поступило около 600 работ, из которых в финал вышло только 60. НВК «Саха» пару раз выходила в число финалистов. В этом году награду «Телевидение и жизнь» удалось взять с помощью проекта «Игры Дыгына». Игры Дыгына – это наши традиционные исторические виды спорта. Они каждый год во время национального праздника ГЭФ проводятся. В этом году, к сожалению, у нас ИСХ не было из-за пандемии, поэтому вот намечается в декабре 4, 5, 6 Игры Дыгына будет. И мы, конечно, с удовольствием будем работать и транслировать наши виды спорта. И, конечно, мы
Ждем вас всех в Якутии, потому что зима начинается с Якутии через 4 дня. Мирнинские фигуристы и лыжники возвращаются в форму после долгой самоизоляции. Как и где проходят тренировки спортсменов, сюжет Кристины Кашириной. Фигурист Сергей Тишков вспоминает элементы, отточенные годами. Некоторые из них уже не даются так просто, как раньше. Тренировки у взрослых фигуристов культурно-спортивного комплекса начались 1,5 месяца назад. Как только открылись залы, спортсмены занялись общей физической подготовкой. Но занятий на льду, говорят, не хватало. Я на льду 15 минут, и ноги меня уже не слушаются, потому что, это, опять же, обычная нагрузка, которая всегда в тренинге идет. А если нагрузка отсутствует, то, конечно же, и ноги слабеют, и тело как бы не поддается тому, что нужно делать. Тренировки начались во всех взрослых секциях КСК. На прошлых выходных заработала горнолыжная база «Алмазная долина» и ледовая площадка в Кимберлите. Там можно покататься на коньках. Абсолютно все тренировки на объектах КСК проходят с ограничением. Одновременно занимаются не более 20 человек. Не поверите, наверное, впервые у нас люди не смогли попасть на прокат, потому что на прокат теперь нужно заниматься, записываться предварительно. А вот детские спортивные секции в КСК заработают на следующей неделе, с 1 декабря, тоже с ограничениями. Большая часть тренировок у нас была в простой. Их нужно отозвать, подготовить непосредственно, группы сформировать. В группу в одну ходила, например, одновременно занималась у нас раньше 25 человек, а сегодня с 1 декабря у нас будет заниматься 20 человек. С 25 ноября заработала в алмазной столице и лыжная база «Заречная». Пока в спортивном комплексе запустили тренажерный зал и каток. То, что касается лыжной трассы в этом году, как вы видите сами, что снега очень мало. Ждем снега до 40 сантиметров. В этом году произведены работы по отсыпке лыжной трассы. Это работы мы очень ждали долго. В этом году нам компания выделила деньги на отсыпку. Благодаря этому произведены эти данные работы. Ждем пока снега. Сегодня к тренировкам приступили и воспитанники детско-юношеской спортивной школы Мирного. Там также есть ограничения. Пока занятия не могут посещать спортсмены 7-8 лет. Кристина Каширина, Анна Винокурова, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». На этом пока вся информация, но наши корреспонденты продолжают следить за новостями. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание. Хорошего вам дня.